конце апреля на базе Башкирской академии госслужбы при главе Республики Башкортостан пройдет региональный форум молодых политологов, государственных и муниципальных служащих. Что это за мероприятие, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Энже Вернигара, проректор по научной и организационной работе Башкирской академии по государственной службе и управлению при главе Республики Башкортостан. Анжела Таксилевна, здравствуйте. Здравствуйте, Рада. Расскажите о предстоящем форуме. Я так понимаю, молодых политологов, вот вкратце обозначу это мероприятие. Так, что это будет за форум? Во-первых, хочу поблагодарить вас, Роза, и ваших коллег за возможность рассказать о предстоящем форуме. Это будет форум молодых политологов, государственных и муниципальных служащих Республики Башкортостан. Такой формат мы на базе БАКСУ нашей академии проводим впервые. Мы приглашаем к участию более 300 участников из республики. В основном это, конечно, будет Уфа, вузы нашей республики, плюс будут крупные города: Октябрьский, Нефтекамский, мы оттуда, Стерлитамак, оттуда ждем ребят. И этот форум, он интересен тем, что вот молодой человек, он молодой политолог, либо молодой государственный муниципальный служащий, он пришел на работу. Ему в любом случае нужно некое такое понимание сегодняшних вызовов, сегодняшних задач, стратегий, которые стоят перед государством. И ему элементарно нужны какие-то связи, допустим. Потому что не секрет, что любая форумная площадка – это новые знакомства, скажем так, себе подобными, такими же молодыми ребятами. Плюс это знакомство с уже маститыми учеными, специалистами, политологами, которые в этом уже, скажем так, посвятили свою большую часть жизни. И у ребят будет возможность и познакомиться со своими коллегами, и с учеными, и со специалистами, и обменяться опытом. Для чего мы это проводим? Во-первых, вот эти знакомства. Во-вторых, мы считаем, что ребятам нужно дать некое такое направление работы. В-третьих, мы придумали формат форума такой, что это будет не просто какая-то информационная работа и лекции, скажем так. Это будут практические задания. Во-первых, ребята будут по секциям поделены, они будут общаться со своими старшими коллегами. Плюс мы придумали такую площадку решения различных региональных кейсов, где на практике можно будет посмотреть, как решаются те или иные задачи. А их ведь на самом деле сегодня очень много, и в нашей республике, и в стране хватает. Ну и второй день этого форума, 25 апреля, мы будем проводить межвузовский турнир по управленческим поединкам. Это тоже такой большой формат мероприятия, куда мы также приглашаем команды наших вузов. Я думаю, что это будет интересно и будет возможность все-таки себя показать. Расскажите, кто может стать участником этого форума, где нужно зарегистрироваться? Регистрация у нас сейчас идет на нашем сайте Академии главы Республики Башкортостан. Там можно зарегистрироваться до 20 апреля. Можно это сделать, подать заявку. Это должны быть ребята от 18 до 35 лет. Любой государственный служащий или муниципальный служащий. И плюс студенты, которые сейчас обучаются по этим направлениям: политология, государственное муниципальное управление. Поэтому всех ждем. Анжела Таксилевна, вы сказали о том, что будут мастер-классы. Разумеется, сразу интересно, кто будет выступать с мастер-классами, приглашенные гости? Во-первых, это, вообще Академия главы Республики – это кузница кадров, об этом все знают. Кузница кадров именно для государственной, для муниципальной службы. И основной пул спикеров – это наши ученые, Дорожкин Юрий Николаевич, Сергей Николаевич Лаврентьев, который в свое время у нас был не только преподавателем, но и ректором нашей академии. Мы пригласили, конечно же, кадровое управление администрации главы республики и наших коллег с управлением внутриполитического. И поэтому тут практики будет очень много. Причем в программе, вот вы сами об этом говорили, не только мастер-классы, но и будет своего рода конкурс проектов. О каких проектах идет речь? Да, здесь отличительная черта вот этого форума, наверное, даже плюс большой в том, что у нас состоится всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь гранты». Ребята сейчас, те, кто слушает, молодежь, которая сейчас слушает, имеет возможность еще податься на этот грантовый конкурс. Хочу сказать, что там можно заработать для реализации проекта до 600 тысяч рублей.
И что самое интересное, там могут участвовать от 14 до 35 лет молодежь, плюс очень большое количество направлений, 18 направлений. Поэтому у ребят есть простор для творчества, фантазии. Поэтому я тоже призываю участвовать в этом конкурсе. И что важно, вот за эти 2 дня будет возможность защитить свой проект и тут же получить результат. Победителей, эксперты Росмолодежи, которые приедут к нам, будут сразу оценивать. То есть молодой человек уже будет знать, он победил в конкурсе, какой у него результат, и есть возможность уйти вот с финансированием. Причем, но если даже не победил, да, если победил, это, конечно, великолепно, но если даже не победил, тут же можно сделать работу над ошибками. Конечно, тем более у нас в течение года же очень много других проектов, куда можно подаваться, других конкурсов. Вообще сейчас я бы вот призывала молодых людей активнее вовлекаться в все эти процессы, свои простые идеи, желание улучшить жизнь населения, улучшить свое окружение, оно же всегда можно получить какое-то подтверждение, какое финансирование, поддержку. У Росмолодежи этих проектов огромное количество. И кроме того, у нас в республике, вот эта система очень хорошо развита, у нас есть фонд грантов главы Республики Башкортостан, который в течение года проводит большое количество конкурсов. Поэтому тут только нужна смелость, внимательность и любознательность, наверное, отчасти. Почему такая поддержка молодым людям? Вот почему решили провести такой форум, где сойдутся и не только вот спикеры, да, которые выступят с мастер-классами, но еще и эксперты Росмолодежи именно? Почему? Знаете, ну вот, наверное, отвечу, можно даже про себя скажу. Я много лет посвятила государственной гражданской службе, работала и в администрации главы, и в правительстве Республики Башкортостан. И я вспоминаю себя, ту молодую девушку, которая начинала госслужащим. Но, честно говоря, у меня даже где-то, наверное, в первое время не было понимания вообще, чем я занимаюсь, что я делаю. И я думаю, что вот этот форум, он позволит где-то определиться для себя. Готов ли ты, как государственный служащий, как муниципальный служащий, служить? Потому что без всякого пафоса это действительно служение. Служение и желание сделать, ну, если совсем уж так высокопарно говорить, мир лучше, окружение лучше, реализоваться. Это очень важно для молодого человека. И как никто другой, я понимаю, что ему важно пообщаться с теми, кто уже имеет опыт в этом, и понять вообще суть вот этой государственной службы. Но не все молодые люди сейчас готовы пойти на государственную службу. Все понимают, что это, правильно говорите о том, что это служение, что здесь нужно и инициативу проявлять и так далее. Как вы думаете, вот что нужно сделать для того, чтобы привлечь молодых людей? В любом случае, при выборе любой профессии, не обязательно государственной службы или другой какой политолог, ну, то, о чем мы сегодня говорим, молодой человек должен понимать, что такое эта профессия, из чего она состоит, что там внутри происходит, какие у него вообще перспективы, какие у него кадровый рост будет, что он тем самым принесет для себя и для окружающих. Наверное, здесь очень важно говорить о том, что эта системная работа и нами должна проводиться, поскольку даже если молодой человек, допустим, учится на факультете государственного муниципального управления, ведь у него внутри все равно есть множество сомнений, куда ему дальше идти. Идти служить или выбрать другую профессию. В этом плане должна быть некая такая открытость, я считаю. Какая-то системная работа проводиться. Должна быть развита система наставничества. Очень важным направлением, я считаю, что это должны быть стажировки для студентов. Кстати говоря, в нашем вузе мы как раз ведь готовим по этому направлению государственное муниципальное управление. Понимая это, мы в этом году, допустим, 3 наших студентов направляем на стажировку в Государственную Думу. Сейчас как раз наши студенты находятся в Москве на экскурсии в Госдуме. Плюс у нас сейчас параллельно в конце апреля мы с коллегами с администрации главы договорились, что у нас порядка тоже 3-4 студентов пойдут на стажировку, чтобы изучить изнутри, что там происходит вообще в администрации. Плюс у нас есть такой федеральный проект «Госстарт-диалог», в рамках которого в марте месяце была лекция премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Геннадьевича Назарова. И по итогам мы объявили конкурс эссе. Победившие также получат возможность стажироваться в правительстве.
В общем, вот эта работа, она должна быть. Плюс очень важно, я считаю, развивать такое направление, как менторство. Когда это такое некое взаимовыгодное сотрудничество, когда за молодым человеком, который пришел на госслужбу, закрепляется старший товарищ, опытный, и тут он помогает ему вникнуть в профессию, понять все его азы, все его нюансы, а молодой человек, допустим, помогает старшему поколению, которое, ну, допустим, изучить искусственный интеллект, пользоваться им. Вот такую систему, мне кажется, надо тоже активнее внедрять в систему госслужбы. Ну и участники республиканского форума, может быть, получат какую-то обратную связь. Ну, обратную связь точно получат, и, может быть, возможность реализовать где-то свои амбиции. Будет какой-то, вот, ну, может быть, составлен кадровый какой-то пул? Это как раз-таки одна из задач. Я вначале об этом не говорила, но вот действительно вы правы. Это будет некий кадровый пул, потому что все равно на этой площадке будет возможность посмотреть на ребят, от их активности, от их желания показать свои возможности, свои желания, свои способности. Будет зависеть тоже многое, потому что все равно эти ребята, они потом на виду. Мы их видим на разных площадках, мы видим их на разных проектах. Конечно, бывают случаи, когда даже в нашем вузе студент очень активно ведет общественную работу и потом остается у нас работать. Во время учебы тоже есть возможность оставаться у нас работать или закрепляться в каком-нибудь другом министерстве или ведомстве, либо в каком-то подведомственной организации. То есть тут очень многое зависит от молодого человека и от желания его проявиться. Ну а возможности есть? Возможности всегда есть. Расскажите еще раз, напомним нашим телезрителям, кто может стать участником форума и как на него зарегистрироваться. Участниками форума станут молодые люди от 18 до 35 лет включительно. Они для своего участия должны зарегистрироваться на сайте Академии главы. Там, если провалиться, можно найти, где зарегистрироваться. В социальных сетях у нас тоже много информации было по этому поводу. И, собственно говоря, все, можно приехать и участвовать. Инжи Таксилевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о предстоящем форуме, рассказали самое главное о том, что это возможность для молодых людей проявить себя, найти себе дело в жизни и, может быть, найти применение своим идеям. Это тоже очень важно. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Энже Вернигора. Это проректор Башкирской академии госслужбы при главе Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.